Нет людей, которые хотя бы раз в жизни не пользовались общественным транспортом. Несмотря на наличие собственного автомобиля, время от времени мы предпочитаем для различных поездок маршрутные такси, автобусы, троллейбусы. От общественного транспорта во многом зависит жизнь горожан. В летний период количество людей, пользующихся общественным транспортом, увеличивается в разы за счет туристов. В Сухуми стоимость проезда на маршрутке составляет 30 рублей, на автобусе 15 и троллейбусе 10. В летний период время работы общественного транспорта увеличено. Именно если говорить по обслуживанию населения города Сухум, выезд начинается с половины седьмого. В данное время, в связи с тем, что летняя пора настала, обслуживание населения города увеличивается время до половины десятого на сегодняшний день. До 23 единиц транспорта обслуживает именно население города Сухум. Помимо пригорода, межгород, мы именно говорим о городе. Это только автобусы. Касаемые части микроавтобусов, город обслуживает порядка 150 единиц микроавтобусов в разных направлениях. Немаловажным фактом остается техническое состояние автотранспорта. Практически все маршрутки, осуществляющие перевозку пассажиров, являются частными. Среди них, конечно же, есть автотранспортные средства, хорошо обустроенные для комфортной перевозки пассажиров, с наличием кондиционеров, открывающихся окон и люков, с просторными и удобными сиденьями. Но встречаются и другие, в которых проезд в жару становится невыносимым из-за отсутствия элементарных условий. Мы им ничего не делаем. Ни горюче-смазочные материалы не выдаем, ни расходники не даем, абсолютно ничего. И они вносят чистый доход транспортному предприятию, потому что они привязаны к нему. Но бывает, у нас и немало приобретено лично гражданами, которые обслуживают город, хороших транспортных средств немало, но есть, которые не в состоянии, не имеют возможности приобрести, и там, конечно, недочеты есть, но это не такое огромное количество. По словам директора Сухумского АТП, каждое утро перед выездом общественный транспорт проходит технический осмотр, а водители – медицинский. В случае каких-либо нареканий до устранения проблемы транспорт не выезжает. При выезде с автобусного парка водители проходят предрейсовый медосмотр, выдается путевой лист, механик осматривает транспортное средство либо при заезде, либо при выезде. То есть, чтобы ходовая часть была в безопасном состоянии. А остальное текущее и ремонт, касаемый транспорта, и надлежащего состояния, здесь, естественно, это все осуществляется, но после всего этого транспорт должен обслуживаться, и механик должен смотреть именно опасные моменты: тормозная система, рулевое управление, тяги рулевые. То есть это то, что предрейсовый техосмотр идет. Это стандартная ситуация, когда такие вещи нужно делать. А все остальное — это начальник мастерских, механики. Они видят, если транспортное средство в ненадлежащем состоянии, мы останавливаем, приводим в порядок и после этого выпускаем. О готовности транспорта механик делает заявку диспетчеру, что транспорт готов к выезду. И после этого транспорт выезжает. Леонид Шулумба рассказал, что бывают жалобы по поводу грубого обращения водителей общественного транспорта к пассажирам. Если нарушение произошло впервые, водители предупреждают, на следующий раз отстраняют от работы от 3 до 10 дней и выписывают штраф. Нарушение пассажироперевозок, нарушение линии на работы, срыв режима работы — это все на контроле находится у ГАИ. То есть их техническое состояние мы получили, техосмотр, но в процессе какие-то поломки, если есть видимые, это занимается ГАИ. То есть по количеству пассажиров, которые они перевозят, по сидячим местам, по положению, что положено в техническом паспорте, четко описано, что они имеют право делать и что не имеют. Вы говорили о приставных сидениях, но это нарушение пассажироперевозок. Эта вся ситуация контролируется структурами ГАИ. Общественный транспорт является неотъемлемой частью городской среды. Он должен быть надежным и безопасным, обеспечивающим комфортный проезд для пассажиров. Альга Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.